Экзамен по национальному исследованию качества образования длится 90 минут. В течение этого времени учащиеся должны решить 7 заданий с развернутым ответом. При их выполнении категорически запрещено пользоваться учебными материалами. В каждом кабинете должно находиться не более 15 человек. Исследование проходит в форме анкетирования и диагностических работ. Первые 5 минут отводятся на обязательный инструктаж и раздачу материала. И в течение остального времени ученики выполняют задания. По словам замдиректора гимназии, дети полностью готовы к проведению подобных мероприятий, так как подготовка к ним ведется не одну неделю. На уроках, в неурочное время мы давали демоверсии, они знали, как писать, что писать. Это не такая уж она и трудная работа для наших шестиклассников. Они с этой работой знакомы, мы проводим эти исследования и в конце каждой четверти проводим и подводим итоги. Это все помогает развивать способности детей. Это заставляет их читать, у них воспитывается интерес к литературе. Программа национального исследования качества образования была запущена в 2013 году и продлится до 2020 года. Проводится она от 1 до 2 раз ежегодно по различным предметам. Ранее уже были проведены диагностические работы по основам безопасности и жизнедеятельности. По их результатам были рассмотрены варианты ведения обязательных уроков по этому предмету в 5 и 6 классах. Сегодня конкретно 10 числа это литература в 6 классах, диагностическая работа. 12 числа апреля 2018 года тоже в этой же школе мы и все остальные школы, которые я называла ранее, они будут писать литературу, диагностическую работу по литературе в 8 классах. По правилам исследования, если учащийся закончил свою работу раньше времени, то он имеет право покинуть кабинет. Одними из первых со всеми заданиями справились ученики 6 А класса. Они считают, что задания были несложными. В некоторых местах, когда надо было составлять свои предложения, было тяжело, конечно, но если отвечать надо было предложение, то было легко. Я считаю, что я нормально ответил, но вот 7-е и 6-е задание, где надо было сочинение составлять, там, я думаю, уже чуть-чуть сложнее было. Ну, так нормально ответил. Для меня этот экзамен обозначает проверку знаний по литературе. Для меня он дался достаточно легко, потому что мне досталось легкое произведение, которое я читала несколько раз. Может, кому-то достались трудные вопросы. Все бланки с заданиями учащихся не проверяются на месте. Они будут отсканированы и в электронном виде отправлены на почту Федеральной службы по надзору в сфере образования. Они будут проверяться в дистанционном виде через электронную почту. Каждый эксперт будет получать работу к себе на почту и будет проверять ее. Эти все эксперты уже обучены. Каждый специалист, который участвует в этом исследовании, прошел обучение. Они все знают каждый свои инструкции. В соответствии с инструкциями и на самой работе проводится эта работа, и эксперты, которые проверяют работы, тоже в соответствии с инструкциями и критериями, которые они имеют, будут проверять эти работы. И скоро мы будем ждать результат. А результаты будут известны не позже 24 мая текущего года. Несмотря на то, что анкетирование проводится анонимно, школы оставляют за собой право публиковать наиболее успешно выполненные работы. Микаэл Тангиев, Магомед Урусханов, Новости 24.